Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях творческая студия iArt. Две молодые художницы продвигают искусство в массы. Сегодня будем учиться преображать свое пространство. Ведь преображая пространство, конечно же, мы улучшаем свою жизнь. Ну, в общем, преображать пространство нам будут помогать две художницы. Это Айна Курц и Дарья Виктория Алексеева. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем мы будем заниматься сегодня? Сегодня у нас предстоит довольно интересная задача. Это закрасить необработанный ЛДСП, то есть заднюю сторону шкафа. Но мы хотим обратиться вообще ко всем девушкам, женщинам, матерям в декрете. Это на самом деле довольно интересный способ украсить свое пространство. И вообще вот к этому приобщиться можно через даже стену, вообще любое покрытие. Даже взять условно вот кухонную гарнитуру, почему бы и нет, как говорится. И, соответственно, мы сегодня покажем в данных условиях, как это можно сделать. Мы выбрали специальный ботанический эскиз. Надеемся, что там выйдет наш эскиз. Ага. И, соответственно, мы призываем к тому, чтобы вы брали любые для себя задачи, любые рисунки. И мы сегодня покажем как раз-таки на простой геометрии, как это сделать. Рисунок предстоит довольно простой, который может повторить каждая девушка, женщина. Можете в интернете посмотреть. Можете выбрать для себя любой рисунок, несложный, простой. Можете выбрать из 3 цветов. На самом деле все будет хорошо смотреться, посмотреть по цветовому кругу, что сочетается. И спокойно экспериментировать, радоваться и приобщать к этому детей, сестер и в целом семью. Этот рисунок подойдет, кстати говоря, на кухню, на стену. Ну, он довольно универсальный Да. сам по себе. В детскую комнату тоже классно И в детской, ложится. и где-то в коридор, ну, как бы. Ну, он универсальный за счет именно своих линий. То есть это простая геометрия ботаническая, ну, ботаника, геометрия, ну, довольно универсальные символы, поэтому... По цветам. Какие цвета выбрали и как нужно остановиться вот на вообще вот этом цветовом многообразии, от чего отталкиваться? От освещения, в первую очередь, какое освещение в помещении, потому что, например, если освещение, ну, такое, как бы, нехватка солнечных лучей имеется, допустим, да, то нам нужно выбирать цвета, ну, Яркие, такие насыщенные. Нет, наоборот, можно сказать, если мы хотим увеличить пространство, то мы выбираем матовые оттенки какие-то, да? Светлые тона, Матовые, светлые оттенки, Пастельные? да. Пастель, да. Если, ну, смотря от задачи, в принципе, то есть расширить помещение или наполнить его красками. Если Вот. достаточно света, то, в принципе, там нету каких-то ограничений. И плюс еще влияет сама квадратура пространства, то есть там, если помещение маленькое, соответственно, еще и цвет, и плюс рисунок. То есть тоже Да. рисунок очень, ну, может забрать много пространства. Я дополню. Вообще есть правило в дизайне, 60% это основной цвет, например, мы в этом пространстве видим, что это 60, ну, серый цвет, стены, какие-то вот мебель и так далее, 30% это уже такие яркие цвета, какие-то акценты, и 10% это могут быть очень яркие цвета. Ну, чаще всего это фиолетовый, Друзья. розовый. Да? Друзья дорогие, но у нас здесь примерно комната, рабочий кабинет, где сидят, работают наши редакторы нашего телеканала. Примерно это 20 квадратов, наверное, да? Ну, квадратная комната, это хорошо или плохо, что квадрат? Почему это неплохо и нехорошо, это просто есть, это Ну, классическая обычно, комната да, обычно у офисная. дизайнеров, как бы наоборот, они стремятся все пространства привести к квадрату, да, так или иначе. У нас серые стены, соответственно, мы попытаемся за счет нашей стены шкафа, здесь мы создаем приватную зону отдыха небольшую такую, где можно присесть на диван, выпить чашечку кофе, передохнуть немножко. И приватная у нас зона будет разделена при помощи вот этого шкафа. Девушки уже его закрасили, как загрунтовали, да? Немножко по грунтовке расскажите, пожалуйста, как мы это сделали. Ну, в нашем случае у нас получается ЛДСП необработанная сторона, и ее перед грунтовкой нужно хорошенько отшлифовать. Ну, там мелкая крошка присутствует древесная, и от нее, ну, по-хорошему нужно попытаться избавиться.
И далее То есть все вот наносим- эти лохматости, они должны как-то быть, ну, как бы сглажены, да, для того, чтобы Конечно. в будущем следующий наш рисунок был уже очень красиво, Да. так, Ну, чтобы лёг. было проще наносить рисунок. Да, стоит сказать, что мы выбрали довольно качественную краску, которая, в принципе, ложится на любую поверхность, но тем не менее, для того, чтобы не было потом, что вот, допустим, кусочек от дерева остался, мы закрасили, потом его подвинули, он упал, и, соответственно, там такая маленькая проплешина остается. Поэтому надо просто вот поверхность протереть какой-нибудь либо тканью, либо губкой, в нашем случае эта губка лучше подходит, немножко влажной можно будет, и все, в принципе. Мгм. Ну что, приступим, Главное, да? чтобы не впитывающий был. Стена у нас готова, она загрунтована. Ну, что, как, какой Для рисунок? начала нам нужно просто простым карандашом нанести рисунок, и мы сейчас будем отталкиваться от общих больших масс. Хорошо. И От масс, больших масс- от чего? Ну, Масс. большие массы в плане фигуры. А. Большие фигуры, от больших форм к малым идем. Мгм. Ну вот шкаф примерно это 2 метра на 2, то есть вот это вот наша рабочая площадь, и она, в общем-то, должна стать неким таким акцентным, ну, пятном, да, вот таким ярким. Мы хотим сделать, и- да, менее-акцентную зону для того, чтобы сюда садились, успокаивались, Мгм. смотрели на простую геометрию и расслаблялись. Прекрасно, Освобождались чудесно. от проблем. Отлично. в Ну голове. хорошо, давайте Ага. приступим. Здесь очень много деталей. Да. Мы имеем в виду вот самые большие формы. Мгм. Потом вот уже это, вот, есть, да. это есть масса, да? Ага. Да. Давайте, Нарисовать, да, сделаем лепесточек. да. Но с Сначала лепестком надо я В справлюсь. любом рисунке Так. важно понимать композицию, Мгм. делать условно очертания, ну, точности середину, Так. и понимать, что у нас ровно посередине находится. Это кусочек от цветка. Мгм. Поэтому- Самый яркий такой. Да. Мы Поэтому он и отходим. крупный. То есть вот это мы смотрим. тоже имеем в виду. Мгм. Примерно делим наш нужно отойти, чтобы увидеть, Да, и оценить. вот Где-то тут он, да? Примерно посерединке вот здесь вот появится первый крупный цветок. Где-то тут, да? Ну да, можно где-то, можно чуть повыше. Техника скорее фрихенда, свободной руки, то есть мы пишем свободно, ну, грубо говоря, не заморачиваясь, да, там, не примеряясь, чтобы было четко-четко, просто рисуем и как бы расслабляемся. Вдохновляемся рисунком, Вдохновляемся, да. но больше Мгм. импровизируем. Ну так, вот этот центр условно, и он немножко сюда сдвинут. Вот. И вообще в живописи мы, когда рисуем какое-то изображение, мы отталкиваемся от простых геометрических форм. То есть даже, например, изображение человека можно расчленить, скажем, там, на круг, на овал, там, на прямоугольники, ну, грубо говоря. Вот. И в рисовании то же самое. То есть... Ну, это я просто сейчас... Ну, у меня рука довольно набитая, и я иду, грубо говоря, от какого-то одного края и иду дальше наращивать весь предмет. А если у человека рука не набита, и он не знает, как это все сделать, то, в принципе, он может просто общую форму вот эту вот найти. Нарисовать круг. Вот у нас же цветок кругленький. Опуская детали, вот все эти... Потому что, например, люди обычно, что они обращают внимание на детали, за них хватаются, и из-за этого теряют какую-то общую целостную форму. Понятно. А наоборот, надо сначала общую форму найти, От а потом общего уже приходить... к частному. Да, от общего к частному. Хорошо. Ну, я пока... Ну, мне будет удобно прийти уже сразу к частному. Но поскольку вы профессиональный художник, вам Да. проще. А где вы учились, Дарья? Ну, я здесь училась в художественном училище имени Романова 5 лет, художник-педагог. Мгм. Вы очень хорошо объясняете. Вот сразу Спасибо. даже я поняла, как рисовать цветок круглой формы. Ну, вот, грубо говоря, если... Мгм. Ну, я просто здесь не хочу, да, ну, как бы тратить время, а на самом деле вот надо просто провести круг, да, допустим. Да. В общем, наметить границы будущего цветка. Да, Мгм. начало. Это вот для новичков. Да, это для новичков. Ну, и вообще у каждого человека, знаете, есть разное, как сказать, видение. То есть некоторые сразу видят вот эти вот массы, формы, да, определяют, а вот некоторым действительно нужно построение. Но построение нужно не всем, на самом деле.
Это просто вот когда мы учились в академии, да, академическое построение, рисунок, там, да, нужно построение обязательно, например, да. А, например, вот когда люди, допустим, вот мы преподаем, и люди приходят на мастер-классы, и некоторые сразу уже видят ну, целостную вот эту вот форму, да, не теряя, ну, как бы, не уделяя внимания прям деталям, а в общем форму хорошо видят, и сразу. Ну, то есть это зависит от глазомера, еще ну, много факторов разных на самом деле. Вот хорошо рисуют, знаете, кто? Визажисты, кстати. Да. У них же вот рука набита, то есть они постоянно работают с клиентами. Ну, и вот- если вот отталкиваться от этого, Да. визажисты у нас каждая женщина, так или иначе она у зеркала рисует глазки себе, да, 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 то, да. соответственно, любая женщина может с этим делом справиться. Конечно, мужчине будет сложнее, поскольку мужчины все-таки Ну, не потому занимаются что, макияжем. Ну да, А это рука неправда, более, кстати. менее Да? гибкая. Неправда? На самом деле, вот хочу дополнить, что у мужчин довольно-таки часто прослеживается как раз-таки более аккуратная рука, более аккуратные линии. Поэтому у мужчин тоже есть понимание, правила, они вот очень хорошо следят этому, без, возможно, даже эмоционального какого-то влияния на это, но тем не менее они очень часто являются тоже талантливыми художниками. Девушки, а вы можете вот подсказать, бытует вообще мнение такое, что наши северные люди, почему-то вот у них у всех так или иначе развита вот эта вот творческая составляющая. Вы согласны с этим или, ну, как, допустим, очень много мастеров талантливых, очень много таких самородков, те, которые нигде не учились, но, тем не менее, занимаются там каким-то творчеством, создают какие-то невероятные шедевры, там, шьют, рисуют, ну, там, так далее. А мужчины вырезают, как правило, из дерева, там, допустим, или из кости мамонта, или, допустим, нас- другая кость. У нас встречается очень много преемственности. Это, во-первых. И, во-вторых, у нас меньше шума какого-то извне. И, соответственно, мы очень много времени проводим в природе, там, где вот как раз-таки вся гармония, она там уже есть. Все цветовые сочетания, все вот эти вот моменты, что перспективу ощущать, понимать, где что далеко, близко. Поэтому вот визуальная насмотренность, она очень хорошо проработана. в Вот целом. как можно объяснить, да. Да. И это вот действительно оказывается правда. Нужно как можно больше, чаще вот горожанам, к горожанам относится, быть побольше на природе. То есть красота, она вокруг, и она входит в сознание, а потом мы это можем трансформировать у себя, допустим, где-то в своем интерьере. Ну и плюс особенность еще климата. Ну, Так. то есть у нас же он довольно суровый, и довольно много месяцев, да, мозгу приходится адаптироваться к этому и что-то придумывать, как-то себя развлекать. И плюс мы очень много что делаем своими руками. Вообще у нас это заложено, я бы сказала. Все Да, женщины, на да, генном уровне да. где-то так. Мы очень любим шить, вязать. Все это у нас уже есть издревле. Вот, у Дарьи уже буквально не прошло и 2 минут. Появился цветок. В общем, у начинающих художников домашних, доморощенных, это займет наверняка времени побольше, но... Вот узор мы выбрали из серии «Ботаника». Почему это модно сейчас? Потому что мы возвращаемся к своим истокам в последнее время. Нам хочется гармонии, спокойствия создать. И, соответственно, мы отходим уже раньше, вот я помню, обои клеили. Манхэттен, Нью-Йорк, вот шумные Да, города, да. Токио. А сейчас людям хочется, наоборот, завести себе растения, Тишины. конечно, жить у Покоя. парков и спокойно себе существовать. Да, наслаждаться Мгм. природой. И вообще, когда из окна ты видишь хотя бы деревце, это прям так радует. Вот. Ну и плюс для нашего климата ну, довольно актуальна, да, растительность. в принципе. Да, кстати, ага. Мы пытаемся себе хотя бы искусственно создать образ природы, чтобы... И вот представляете, наши коллеги будут любоваться вот этой стеной, долгой зимой, когда у нас световой день очень короткий, а на стене у нас будет лето. Причем стильное лето, да? Мгм.
Ну, рисунок мы специально, опять же, выбрали очень простой. Тут можно вообще буквально импровизировать. Просто изредка смотреть на рисунок, чтобы понять, что делать дальше. А в остальном можно даже на интуитивном уровне как-то. Мы же с детства все собирали вот букетики из листочков, из цветочков, поэтому мы знаем. Чем занимается ваша студия? Мы работаем уже год. До этого мы занимались очень много благотворительностью. Ну, в частности, я была везде и всюду, наверное, так скажем, активистом. И потом в один момент поняла, что мы уже хотим, так сказать, определиться в одном месте, чтобы проводить мастер-классы, проводить мероприятия, создавать свое какое-то комьюнити, как говорится, сообщество, и продвигать такое, продвигать любовь к творчеству уже через свое пространство. И вот, соответственно, мы с Дарьей проводим мастер-классы, курсы. Вообще вот Дарья Виктория, она является ведущим художником студии с недавних времен. Мы ей очень сильно рады. И у нее очень такая легкая, аккуратная рука. Поэтому, если что, призываем, приходите, научим всему. Если такой момент, вот, Дарья Виктория, допустим, вот я ошиблась, что-то, допустим, да, это просто стирается Это ластиком. Просто, да, ластиком, да, Ну, так что... обычно. Так что, ну, обычно люди беспокоятся, что так, мы сейчас совершим ошибку, и ее уже нельзя будет исправить, как бы. Ну, а в этом случае все Всё просто. исправляется, да, и это, наоборот, снижает тремор, вот это вот психическое напряжение, когда знаешь, что эту ошибку можно стереть. Да. И наоборот, рисунок лучше И как-то действительно, да, это успокоение. У нас рисунок, у нас вот центральный цветок, и у нас еще есть, вот как вы сказали, масса, да? Что еще у нас? У нас несколько деталей тоже есть, такие крупные достаточно, да? Да, мы тут можем в целом заметить, что это идет сюжет, условно, что человек лежит на поле, и он видит, что вот далекие такие длинные растения, они стремятся к небу. Вот как. Там солнышко. Ой, вот. слушайте, а правда, что да. И, да. соответственно, мы видим, что То есть ветки лежит идут... в траве человек, то есть Да. вот, должно быть такое ощущение. Мгм. Да. И, соответственно, мы видим то, что у нас обзор открывается на растения, которые у нас со всех сторон так расстилаются и стремятся вот Да, в к центр. солнцу. Да, к солнцу, центр. к центру. То есть, получается, да, все наши растения должны двигаться вот к центру. И мы говорим о том, что надо создавать, опять же, основную массу, потому что они как раз-таки строят композицию всего вот этого вот, всей картины, и, соответственно, от них стремимся, а дальше уже дополняем маленькие растения. Маленькими растениями, вот капли в самом конце на самом деле будут. Они уже просто дополняют всю картину и создают дополнительные вот эти... Ритмы. Да, ритмы. Вот. Наверное, хорошо на нем будет вот именно кисточка работать, да? Вообще зависит еще, знаете, от потребности. То есть некоторые любят гладко, да? Некоторые любят больше фактуры. Вот, например, в данном случае мы пишем акриловыми красками. А акриловые краски, они не просто краски, то есть плоские. К ним можно еще добавить, например, какие-нибудь загустители, какую-нибудь фактуру. То есть сейчас у нас в магазинах продается еще текстурная паста. Там она бывает разных тоже видов. Можно добавить, и у вас будет какая-то фактура. Например, возьмете, разукрасьте листочек, вам он не понравится, вы подумаете, так, мне чего-то не хватает. Заходите объема, возьмете пасту, подмешаете вот в краску, и можно вот так вот прям слепить листочек, и он будет такой объемненький. Понятно. Так, Айна, сейчас чем мы будем заниматься? Сейчас Это палитра. Да, сейчас будем распределять, так как у нас сам референс черно-золотого цвета на белом, как говорится. Мы будем сейчас думать, куда мы будем применять еще зеленый и такой хаки оливковый. Они довольно хорошо сочетаются с золотом, который у нас будет изображен в виде солнца, возможно, капели красы с утра, как говорится. Вот, и, соответственно, будем сейчас думать. Но их можно, в принципе, применять как тени где-то, наоборот, акцентные моменты, чтобы вообще картина у нас засияла, зазвучала другими и отдавала свежестью. Делаем черным. Пока, в принципе, черным контурным. Я буду сейчас с Дарьей Викторией следовать за ней, уже по ее очертаниям идти следом. И такие благородные оттенки, которые, в принципе, в любом интерьере будут хорошо смотреться. То есть мы ориентируемся уже в
принципе, по интерьеру, как нам хочется. У вас же серые стены, здесь они будут смотреться довольно благородно. Кисти можно брать любые, в принципе, но советуем все-таки такие закругленные, чтобы, если что, и по бокам использовать как тонкую кисточку, где-то использовать, в принципе, как эту, я вот эту больше люблю, и, соответственно, создавать уже сами вот эти лепесточки, они уже готовые формы для этого. То есть это идеально. Я могу, кстати, в кадре показать, как это работает. Соответственно, берем, можно вот тонкие линии создавать такой кистью, можно прям лепесточки создавать, видите, да? Можно, например, вот под углом идти, вот таким вот образом. Так. То есть разные эти форматы есть. Можно вот так вот делать. А это тоже. натуральная кисточка или... Это искусственно для акрилового, используется искусственная кисть. То есть идем уже, в принципе, где хотите. Но желательно, конечно, сверху идти, чтобы снизу не замораться, когда будем сверху рисовать. Видите, да? Я начинаю все отсюда, иду до туда, но желательно сверху туда. Потому что рука у нас любит опираться, и можно легко замораться, если так встать. Ну, в принципе, акрил быстро высыхает, поэтому пока Дарья и Виктория занята, я буду создавать здесь. Чтобы сразу он пропитался, я все-таки кисть поменяю. Так. Мне больше нравится, импонирует. То есть берем с лихвой, но желательно, конечно, до середины, не дальше, иначе он будет, как говорится, плеваться. Ну, кстати, Даша, как думаешь, пропитать его водой, да? Да. Да, он какой-то этот не садится на фактуру. Но все-таки немножко излишек воды убираем, иначе будет стекаться вниз. И тогда паники не избежать. Ну да. А здесь у нас прям такая зернистость, очень крупная, да, Да, получилась? Крупное зерно. Ну, кто пробовал работать на холсте, по холсту, знакома ситуация. Ну что, дорогие друзья, вы сами убедились, что, в общем-то, собственными руками, собственной фантазией можно изменить пространство вокруг, тем самым улучшить свою жизнь, вообще свое ментальное здоровье. Потому что, когда рисуешь, ты как-то вот погружаешься во что-то приятное. И рисунок, сама техника рисунка, она успокаивает, она умиротворяет. Так что, друзья, давайте попробуем. Ну, а девушкам мы скажем огромное спасибо и пару слов на прощание. Будьте креативными, смелыми, экспериментируйте. И, конечно же, пробуждайте в себе художника. Это такой внутренний зверь, но очень добрый, очень ласковый. И он всегда готов творить. Главное не стесняться, побороть, возможно, какие-то просто страхи и просто творить, как хочется. Можно как угодно. Художник живет в каждом из нас. Приходите к нам, увидитесь в этом сами, как говорится. Обязательно, обязательно, вот мы якутяне, если мы в Якутске, попробуем попасть к вам в студию. Ваши надежные руки, и вы научите нас рисовать как профессионалы. Или около того, да? Ну что, будем пробовать?